Ассаламу алейкум, дорогие друзья. В отдельных случаях, когда вы переводите деньги с карты на карту, либо пополняете счет с телефона на телефон, вы можете стать фигурантом уголовного дела. Пример Лилии Саидовой, которая в 2018 году перевела деньги своему брату, который находился на тот момент в Турции, ей инкриминируют за это финансирование терроризма. Уже 2018 года идет следствие, она завершилась, и сегодня, буквально в марте месяце, будет первое заседание, судебное заседание. Но, однако, мы все в социальных сетях получаем рассылки, то есть я вчерашний вечер начал получать рассылки по поводу Лилии Саидовой, просьбой помочь принять участие и вызволение ее из тюрьмы. Но здесь я связывался с адвокатами, с ее адвокатами, и хочу довести до общественности, что здесь работают очень квалифицированные адвокаты, юристы. И сейчас наша задача обратиться к правозащитным организациям просьбой принять участие в вызволении Лилии Саидовой. Дело в том, что Лилия Саидова является многодетной матерью, у нее 4 малолетних детей, и это могло бы стать смягчающим обстоятельством. Мы рассчитываем на гуманность российской правосудия. И опять же, призываю молодежи, в принципе, людей, которые переводят деньги, любят переводить деньги, очень часто делать, быть очень аккуратным, осторожным. Иногда даже под видом благотворительной организации мы получаем сообщения в WhatsApp, в Инстаграме видим очень часто, что просят помочь перевести хотя бы 100 рублей. Но есть прецеденты, когда под видом благотворительной организации работали люди, которые собирали деньги для запрещенных террористических организаций. Но, к счастью, в Чеченской Республике такой проблемы нету, потому что у нас не так много благотворительных организаций. В принципе, они всем работают во благо общества и государства. Поэтому, друзья, еще раз призываю вас быть очень осторожным. На сообщение WhatsApp уже отреагировали. Мы будем работать в этом направлении. Дополнительная информация также будет выставлена на канале Даймов онлайн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.